сегодняшняя наша тема – это исправление прикуса и 5 шагов красивой улыбки. Но прежде чем начать говорить вообще о красивой улыбке, я бы хотела сначала поговорить о том, что все-таки приводит человека к стоматологу, ортодонту. Ну, первое, конечно же, это кривизна зубов. Вот, потому что очень много бывает и молодых людей, и людей в возрасте, у которых, грубо говоря, кривые зубы, и они хотят это исправить. Второе – это проблема с суставом. Сустав височно-нижнечелюстной. Вот он находится в этой области, я показываю, видите, да? На себе показываю. И какая может возникать с ним проблема? То есть при открытии, закрытии, когда человек жует, когда человек разговаривает, этот сустав начинает хрустеть. Очень многие замечают эту проблему у своих знакомых, у своих детей, у бабушек, у дедушек. Это очень частая проблема. Также к нам попадают люди с проблемами от наших коллег, стоматологов-терапевтов или стоматологов-ортопедов, которые говорят, вот если вы пришли, например, на консультацию к стоматологу-ортопеду, и вы говорите, я хочу поставить коронку. И он будет говорить о том, что у него нет возможности поставить эту коронку, потому что просто мало места. В таких случаях они направляют к стоматологу-ортодонту, это к нам, и мы уже, собственно, подготавливаем это место. Вот. До этого момента пока все всем понятно, о чем я говорю? Хорошо. Также к нам приводят еще очень часто лор-врачи, потому что когда ребенок очень часто болеет, это наша крайняя патология, да? Очень часто и ОРВИ, ОРЗ, какие-то аденоиды. Вот эта проблема, она приводит как раз-таки, чаще всего детей к стоматологу-ортодонту. И последнее, это, конечно же, желание иметь, звездную улыбку, да? Вот я на слайде это показываю. Своевременная диагностика и лечение морфофункциональных нарушений зубочелюстной системы у пациентов является одной из самых современных вопросов в стоматологии из-за своей высокой распространенности. Вот посмотрите, более таким салатовым цветом указано, что зубочелюстные аномалии занимают около 40-90%, если проводить статистику, да? И нормальная окклюзия – это совсем маленький процент. Первой причиной морфофункциональных изменений в зубочелюстной системе являются, как я уже сказала ранее, заболевания лор-органов. Эта патология очень часто проявляется у нас непосредственно в республике из-за нашего холодного климата. Это аденоидные разрастания, танзелиты, гипертрофические изменения носовых раковин. Вот тут я вам показала также направления от рентгенологов, их описание, и вот что они, собственно, описывают в своих направлениях, да? То, что есть какие-то реактивные изменения в слизистой оболочке, отек. Ротовое дыхание – это вообще не характерная функция для полости рта. Воздух, вдыхаемый через рот, не согревается, не очищается, не увлажняется, и это приводит к частым инфекционным заболеваниям у детей. Так как количество микроорганизмов, проникающих в нижние дыхательные пути, в 10 раз больше, чем при носовом типе дыхания. Рецидивирующие простудные заболевания, сопровождающиеся длительной заложенностью носа на фоне физиологической слабости мышечно-суставного компонента челюстно-лицевой области, формируют устойчивый тип ротового дыхания. Также мы, врачи-ортодонты, очень часто на приеме, на консультации замечаем у детей вредные привычки. И одна из самых таких вредных привычек и популярных привычек – это проталкивание языка между зубами. Нарушение артикуляции языка. Это я очень часто наблюдаю у своих пациентов, которые приходят, даже, знаете, в 2-3 года родители приводят, и возникает такая проблема. Важной физиологической функцией организма, обеспечивающей нормальную жизнедеятельность человека, является глотание. При нормальном глотании скоординированно работают жевательные, мимические мышцы под контролем высшей нервной системы. Понятно, что это ребенок не может осознанно контролировать. У него получается глотать, грубо говоря, у него получается, да, то есть есть определенные возможности. Вот.
Для нормального развития костей лицевого скелета необходима правильная функция глотания. Артикуляция языка при глотании оказывает прямое влияние на положение зубов, на динамику, которая происходит в ротовой полости. Нормализовывалась эстетика лица в результате проведенного ортодонтического лечения. Величина изменения исследованных размеров головы и лица до и после ортодонтического лечения как подтверждает его эффективность. Недооценка нарушения артикуляции языка в процессе ортодонтического лечения является причиной рецидива многих заболеваний. Бывает такое, что приходит подросток, у которого было проведено ортодонтическое лечение, но не устранена вот эта вот артикуляция неправильная, да, то есть осталась причина, скажем, в языке. И получается, что вылеченная патология, она возвращается. То есть очень важный комплексный подход. Мы не можем просто выровнять зубы и оставить все мышцы, вот как вот они работали, да, либо с гипертонусом, либо наоборот без тонуса. В таком случае у нас может возникнуть рецидив. Челюсть и подъязычная кость, условно-статическая точка. С другой стороны, кончик и спинка языка, условно-динамическая точка. Как следствие данного крепления, основная масса мышечной энергии с языка при глотании передается на различные структуры черепа не одинаково. В процессе онтогенеза развития человека, да, происходит физиологическая смена типа глотания инфантильного на соматический. Вот тут очень важный момент. Если родитель не уследит в детстве, да, и как бы останется вот эта вредная привычка, инфантильный тип глотания, это проталкивание языка между зубами, то в будущем, опять же, возникнут вот эти проблемы. Поэтому, когда приходят родители на консультацию с детьми, я всегда обращаю внимание, даже непосредственно ведется диалог с родителем, чтобы они следили за своим ребенком. Потому что некоторые родители думают, что это как-то забавно, вот ребенок так глотает, да, где-то, может быть, что-то слова коверкает. На самом деле это очень серьезно, и надо обращать на это внимание. Вот. При ротовом дыхании происходит высушивание слизистой неба и верхней поверхности языка. Отсутствует эффект прилипания, рот постоянно открыт, увеличивается объем полости рта и, как следствие, увеличение размера языка и его силы. А при нарушении глотания и парафункционального воздействия нарушается естественное поддержание гомеостаза в полости рта. И вот смотрите, то, о чем я вам говорила, вот это наше первое видео. Сейчас я его вам включу и, соответственно, прокомментирую. Вот посмотрите, в норме воздух у нас проходит через нос. Правильно? Вот мы дышим. Но если появляется какая-то патология, например, аденоидные разрастания, вот на видео они четко показаны, человек начинает вынужденно дышать через рот. Открытый рот, положение языка, видите, язык спускается вниз, вместо того, чтобы лежать на небе, вот это небо. И язык, как бы, грубо говоря, растекается по зубам и начинает эти зубы выталкивать. Видите? Верхняя челюсть, не ощущая давления языка, начинает сужаться. Вот, видите, и становится такая форма неправильная, суженная, буква V, американская. Вот, посмотрите, вот насколько сузилась эта челюсть, да, в норме она должна быть шире. А что происходит дальше? Вот как раз-таки этот инфантильный тип глотания. Когда язык прокладывается и упирается о передние зубы, прокладывается между зубами верхней и нижней челюсти. Вот он выталкивает. Образуется такая дистальная ступенька. Видите, язык вот сделал свою работу, а язык — это очень сильный мышечный орган. Об этом я всегда говорю на консультациях. И вот смотрите, получается, давление у нас идет только на боковые участки. Видите? Вот красным показано. И у нас реагирует сустав. Это височно-нижний челюстной сустав. Вот есть межсуставной диск. Видите, мышцы напряжены, гипертонус. И человек теперь, когда начинает кушать, открывать, закрывать рот, у него происходит здесь щелчок. Вот этим красной точкой показан щелчок при открывании и закрывании рта. Начинают напрягаться мышцы не только жевательные, височные, также затылочные.
Вот, видите? И у таких людей чаще всего бывает ночное скрежетание, да, то есть когда вот он прям скрипит. А, соответственно, в клинике я это вижу как истираемость эмали. Вот, обычно начинается все вот с боковых. Сначала истираются боковые участки, потом передние. Все, и вот случается у нас такая дисфункция. Вот, человек напрягается, и возникает боль. Соответственно, у человека также уменьшается просвет дыхательных путей. Когда язык лежит всегда внизу, на нижней челюсти, да, его вот это вот корень его языка, он уходит назад, а здесь у нас дыхательные пути, только чисто анатомически. И человек вынужденно выдвигает голову вперед, вынужденное положение, потому что по-другому доступ воздуха просто невозможен. И вот, пожалуйста, тут показано было прямое воздействие нашего прикуса на осанку. Далее мы переходим. И вот как раз-таки то, о чем я говорила, да, как нам помочь с уздечкой. То есть есть такая в клинике у нас процедура, называется пластика уздечки языка. Вот на картинке показано до и после. Вот видите, насколько вам всем видно, насколько вот короткий тяж. Хорошо видно? Настолько короткий, что кончик языка он даже не может подняться сам. А в норме, я вам сказала, да, то, что язык он должен спокойно подниматься и упираться об небо. А тут это может произойти? Ну, видно, что нет, да? И вот таким образом я направляю на пластику уздечки. И вот, пожалуйста, сразу после процедуры язык спокойно поднимается наверх, соответственно, он занимает правильное положение и таким образом оказывает правильное давление и поддерживает вот эту мышечную статику внутри ротовой полости. И далее я хочу вам показать обзор клинической значимости окклюзионной плоскости. Клейтон Чен – это ученые, которые занимаются височно-нижнечелюстным суставом, это гнатологи. И вот посмотрите, как прикус и влияет на осанку непосредственно. Вот как раз-таки, вы помните, я говорила, дистальная ступенька, челюсть уходит назад, и вот челюсть у нас, точнее голова у нас выдвинута вперед, переднее положение. Вот нормальная, то есть вот ортогнатический прикус. И, как бы, собственно, осанка у нас тоже не нарушена. Если мы видим мезиальную окклюзию, мезиальная окклюзия — это значит, когда нижняя челюсть, она выпирает вперед, то, соответственно, постурологический статус у нас меняется наоборот. То есть, наоборот, мы назад как бы уводим тело. А доказано уже многими учеными, гнатологами, что человек очень много сил и энергии своей тратит для поддержания тела в равновесии, в правильном. Поэтому, если этого не происходит, вот даже проводили исследования на спортсменах, которые работают с железом. Когда им одевали специальную капу, которая нормализовала прикус, они могли взять тяжести больше, то есть у них силы мышечной было больше. Вот. Ну и, соответственно, вот здесь сбоку это обследование ТРГ, делаются такие специальные в ортодонтии расчеты. И по этим расчетам, после исправления прикуса, вот видите, мезиальный прикус, нижняя челюсть вперед, доказано улучшение, увеличение просвета дыхательных путей. Вот, настолько это сильно все связано. Также здесь показан наклон окклюзионной плоскости относительно франкфуртской горизонтали. Франкфуртская горизонталь — это ориентир, которым пользуются ортопеды, ортодонты. Как бы визуально для вас я могу рассказать, что это вот нижняя граница глаза, глазница, до козелка уха. Вот это и есть франкфуртская горизонталь. Для нас и для ортопедов это является ориентиром, когда мы делаем полное съемное протезирование, например, да? То есть врачи, они должны на это все ориентироваться. Также вот я вам сейчас скидываю обзор клинический, да, который проводят ученые, которые работают с такими проблемами. Влияние положения головы на положение суставных головок. Вот как мы и говорили ранее. Да? То есть
Чем голова находится более в переднем положении, тем мы больше имеем проблем с суставом. То есть нижняя челюсть, она ротирует назад. И суставные головки нижней челюсти, они вот сюда сдвигаются, в эту область. Вот, и происходит сдавливание суставного диска. Также изучено было влияние изгиба верхней части шейного отдела позвоночника на электрическую активность жевательных мышц. Как мы проверяем электрическую активность жевательных мышц? У нас, вот, кстати, в клинике СЛФУ я проводила исследование, это электромиография, когда электроды накладываются на височные мышцы, на жевательные мышцы. И таким образом мы проверяем, насколько у нас идет напряжение, то есть симметричное ли оно, да? Как бы в норме, ну, представьте себе круг, да, и этот круг должен быть поделен на все 4 равные части. Как показывает практика у пациентов с дисфункцией сустава, у них чаще всего бывает, то есть какая-то сторона работает больше, какая-то меньше, то есть это могут быть жевательные мышцы перегружены, да. В норме это, знаете, такой знак БМВ. Все знаете знак БМВ? Вот, в норме этого знака практически ни у кого нет, он всегда смещен. И вот здесь исследование доказало значительную зависимость силы собственной жевательной мышцы от положения головы. И активность височной мышцы меняется значительно меньше. Жевательная мышца здесь показана желтым цветом, и вот височная мышца. То есть, опять же, это все, речь идет о том, что первыми у нас реагируют жевательные мышцы. Помните, я в первом видео вам показывала, как начинают истираться боковые зубы. Вот. Сразу же реагируют жевательные мышцы, гипертонус. Ну, это показаны концепции различных ученых, занимающихся проблемами сустава. Есть определенная вот эта схема Майкла Геббла. Считается, что самая лучшая позиция для суставной головки – это позиция 4,7. И вот на снимках мы тут можем увидеть, это реальная КЛКТ, это конусно-лучевая компьютерная томограмма. Такую конусно-лучевую компьютерную томограмму у нас в Якутске можно сделать в нескольких клиниках, и что будет подтверждать дисфункцию. Благодаря таким исследованиям мы можем увидеть, где расположена головка, сдавлен ли суставной диск или нет, то есть все это мы можем увидеть. Единственное, что если мы хотим конкретно увидеть структуру диска, то понятно, что для этого нужно будет сделать МРТ, потому что на КТ мы видим только костные структуры. Ну и тут я хотела бы вам показать, это мои пациенты, и как пациенты действительно открывают рот сложно, вот со своей проблемой существующей. Вот эта девушка ко мне пришла с проблемой, то, что ей больно открывать рот. С одной стороны, она прям чувствует, какой у нее прям хруст каждый раз при открывании. Вот вы это сейчас увидите. Чтобы ей открыть рот, получается, ей нужно сначала с челюстью вести в сторону и потом ввести вниз. Вот. Ну, вторая девушка, у нее как бы не настолько выражена, но тоже. У нее существует блок в суставе, то есть она периодически, бывает, вообще рот открыть не может. В борьбе с мышцами окклюзии побеждают мышцы. Садао Сато и Окисон, это знаменитые во всем мире гнатологи, сказали о том, что сустав адаптивен. Необходимо найти терапевтическую позицию и стабилизировать ее. Что такое терапевтическая позиция и как мы ее застабилизируем? То есть, конкретно я в клинике, что я делаю? После проведения всех диагностических процедур, это электромиография в том числе, депрограммация мышц. После этого мы делаем специальные капы, стабилизирующие, и как раз-таки, которые помогут найти нам терапевтическую позицию, в которой пациенту уже не больно, ему удобно, и спокойно он открывает рот, спокойно люди начинают кушать, жевать, потому что, знаете, когда возникает такая проблема, и люди приходят, у них даже лицо просто одно уныние, настолько им сложно живется, потому что понятно, что мы часто взаимодействуем с суставом с этим, потому что мы разговариваем, мы кушаем, то есть это очень сильно нам необходимо. По данным исследований выявлено, что сам сустав болит исключительно редко, всегда болят мышцы.
Вот, но здесь нужно проводить, опять же, диагностику. Очень часто бывает, что люди путают проблемы с суставом, проблемы с лоропатологией. Бывает, что как бы беспокоит что-то по части уха. Я не могу сейчас, как бы точно сказать, какие это могут быть проблемы, да, это может быть неврология. Вот, поэтому тут очень важна диагностика. Вот, ну и как бы у нас вечно идет борьба. Ортодонт, лор и остеопат. Про остеопатов вы знаете? Кто-нибудь ходил когда-нибудь к остеопатам, к мануальщикам? Ну, кто-то знает, это хорошо. Вот, на самом деле, это очень плохо, когда кто-то, про кого-то не знает. Вот, но я в своей практике, предпочитаю работать со всеми, потому что все специалисты нужны. Вот. И, в любом случае, я считаю, что каждый врач должен работать со своей областью. Вот, когда мы работаем с пациентом в комплексе, то, соответственно, и польза от нас больше. Как работают остеопаты? Остеопаты, они... Вот смотрите, если мы, как ортодонты, расслабляем мышцы лица, мы их стабилизируем, остеопаты, мануальщики, они расслабляют мышцы в целом. Они вообще как бы и с головой тоже работают, да, с мышцами. Вот, но если кто был или кто не был, если это нужно, да, я рекомендую всегда сходить. Иногда спрашивают, куда, как бы, если кому-то будет интересно, я потом могу дать контакты после лекции. Вот, поэтому это такая комплексная терапия должна быть. Вот, посмотрите, здесь на снимочке я вам выделила и показала, как выглядят дыхательные пути. Вот я проводила исследование изменения размеров ротоглоточного пространства по методу Макнамара. Вот опять же сбоку вот на видео показано ТРГ. Это вот расчеты были проведены. И видите, до лечения и после. Посмотрите по прикусу, по зубам. Глубокий прикус, дистальная окклюзия, это когда нижняя челюсть назад. И видите, суженный верхний и нижний ротоглоточный проход. После лечения оно увеличивается. Ну и, соответственно, вот верхний и нижний. Тут просто со всех ракурсов я показала, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Пациент находится еще на этапе лечения, это просто как бы сделано на этапе, но в любом случае уже настолько сильно улучшился дыхательный просвет. И вопросы. Действительно ли пациенты с острыми мышечно-суставными нарушениями височно-нижнечелюстного сустава имеют сопутствующие нарушения шейного отдела позвоночника? В мануальной терапии, это журнал такой в декабре 2016 года, было проведено исследование, 144 исследуемых, 59 это были слабые нарушения мышечно-суставных дисфункций, из них 40 человек средние и сильные проявления, и 45 это бессимптомная контрольная группа. Выводы. Исследование доказывает строгую взаимосвязь между мышечно-суставной дисфункцией с острым болевым синдромом и нарушениями шейного отдела позвоночника, что может расцениваться как потенциально провоцирующий фактор. Ну и как бы в заключение вот всего вышесказанного, чтобы всем все было понятно и ясно, насколько это все взаимосвязано, я подготовила для вас видео, которое длится 10 минут. Все-таки, что приводит человека к ортодонту, это боль. Ну не только к ортодонту, другие специалисты-стоматологи тоже очень часто ко мне отправляют. Вот посмотрите. Как влияет на вас неправильный прикус? Боль. Что такое боль, знают все. Мы все знаем, каково это, когда болит голова, спина или шея. Хроническая боль оказывает огромное влияние на нашу жизнь. Ведь чтобы жить нормальной жизнью, занимаясь привычными делами, не обращая на нее внимания, нам приходится прикладывать невероятные усилия. Многие люди за решением проблемы идут к терапевту, но часто найденное решение только маскирует симптомы, избавляя от боли или расслабляя мышцы только временно. Но это не решает проблему, ведь дело не в боли, а в нарушении функции. Соответственно, восстанавливать надо тоже функцию. Нам необходимо восстанавливать баланс и нормальную функцию организма, но мало известен тот факт, что баланс во многом зависит от того, как смыкаются ваши зубы, то есть от прикуса. На эту тему было проведено огромное количество исследований. Доктор Роджер Сперри, лауреат Нобелевской премии по исследованиям головного мозга, отметил,
что более чем 90% энергии, производимой мозгом, используется для того, чтобы поддерживать наше тело в гравитационном поле. Если у человека есть какие-то нарушения баланса, то у него остается меньше энергии для поддержания обмена веществ, процесса мышления и выздоровления. Как же называются нарушения баланса в области головы и шеи? Разные люди называют их по-разному. Терапевты называют их CFP, от английского Chronic Facial Pain, хроническая лицевая боль. Пациенты часто называют ее TMJ, от английского Temporomandibular Joint, или VNCS. Но в мире стоматологов мы предпочитаем называть это состояние TMD, от английского Temporomandibular Disorder, то есть дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. По самым консервативным подсчетам, 25-30% населения страдают дисфункцией ВНЧС. Я считаю, что если в этот список включить еще и людей, страдающих этим заболеванием, но не испытывающих боли, эта цифра будет близка к 70%. Для того, чтобы действительно понять, что же такое дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, проведем краткий экскурс в анатомию. Вот человеческое тело. На плечах, конечно же, находится шея, а на шее голова или череп, а к черепу прикреплена нижняя челюсть. Нижняя челюсть как бы подвешена к черепу с помощью мышц. Интересно, что если бы мы обрезали эти мышцы, нижняя челюсть просто бы упала на пол. Точка прикрепления нижней челюсти к черепу является височно-нижнечелюстной сустав. И это уникальный сустав, который способен не только вращаться вокруг своей оси, но и выдвигаться вперед и из стороны в сторону. Но на этом история не заканчивается. Нам также нужно узнать, как голова соединяется с шеей, а именно с первыми двумя из 7 шейных позвонков. Ведь именно это соединение и влияет на функционирование нижней челюсти. Все суставы тела имеют широкую амплитуду движения, за исключением одного – ВНЧС. Это связано с тем, что когда мы смыкаем верхние и нижние зубы, движение челюсти прекращается. В стоматологии это положение называется окклюзией зубов. Оно определяет положение сустава и баланс жевательных мышц в состоянии физиологического покоя нижней челюсти. В течение дня смыкание зубов происходит много тысяч раз, когда мы глотаем, жуем или когда нам просто хочется сжать зубы. Но как именно это связано с балансом? Когда ваш прикус не сбалансирован, организм пытается компенсировать дисбаланс, и происходит ответное нарушение во всем теле по типу эффекта домино. В результате возникает дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Симптомы дисфункции ВНЧС могут включать в себя головные боли, мигрени, боли в шее, изменение осанки, звон в ушах, головокружение, щелчки или шум в суставе, скрежет и стирание зубов, рецессия десны, боли в челюсти, боль в лицевой области, боль за глазами и даже проблемы со сном, такие как храп и ночное апноэ. Каковы же причины возникновения дисфункции височно-нижнечелюстного сустава? Самая распространенная причина дисфункции ВНЧС – нарушение дыхания в раннем детском возрасте. В детском возрасте развитие верхней челюсти происходит под влиянием двух значительных сил. С одной стороны, язык оказывает давление на челюсть и зубы изнутри. С другой, губы и щеки давят на верхние зубы с внешней стороны. По мере развития и роста тела, баланс силы воздействия языка с одной стороны и щек и губ с другой приводит к тому, что кость верхней челюсти приобретает идеальные размеры и форму, которые предоставляют ровно столько места, сколько нужно вашим зубам. Опять же, это в состоянии баланса, то есть то, что должно происходить в идеале. Но иногда, на сегодняшний день, к сожалению, чаще, чем вы можете себе представить, загрязнение окружающей среды и современное питание могут вызвать аллергию у детей, которые, в свою очередь, являются причиной нарушения носового дыхания. А дышать нам жизненно важно. И если не получается дышать через нос, то человек будет дышать через рот. Но чтобы дышать через рот, язык перемещается из свода неба, своего естественного положения за верхними зубами, вниз, и ложится за нижними зубами. Только так можно обеспечить поток воздуха к дыхательным путям при открытом рте. Такая, казалось бы, незначительная и простая перемена в положении языка может привести к необратимым последствиям развития лица, челюстей, суставов и зубов. У детей, дышащих через рот, даже если это происходит только иногда, верхняя челюсть, а соответственно и зубы, принимают V-образную суженную форму. Но для того, чтобы сомкнуть зубы в таком случае, нижняя челюсть и нижние зубы вынуждены подстраиваться. Так и происходит смещение нижней челюсти. У детей есть такая игра, где предмет определенной формы необходимо протолкнуть в отверстие такой же формы. И, конечно же, предмет в форме буквы U не подходит к отверстию формы V. То же самое происходит и во рту. Форма нижней челюсти не изменилась. Она все еще в виде английской буквы U. Но верхняя челюсть приобрела форму буквы V. Соответственно, идеально сомкнуть их не получится. В Америке есть такая детская песенка. Челюсть связана с костями головы, кости головы связаны с костями шеи, кости шеи, ну и так далее.
Конечно, в песенке поется правильно. Нарушение баланса между верхней и нижней челюстями оказывает влияние на остальные части вашего тела в бесчисленном множестве проявлений. И первое – проявление нарушения баланса мышц нижней челюсти, функция которых состоит в закрывании рта и смыкании зубов. Если смыкание зубов происходит в результате перенапряжения определенных мышц, в скором времени они утомляются и как бы ищут поддержки у других групп мышц. Но как только происходит утомление этих групп мышц, мы тут же видим изменения во взаимоотношениях головы и шеи, то есть изменения в осанке. Вместо того, чтобы иметь ровную осанку, голова и плечи перемещаются вперед, бедра разворачиваются. Но как в решении этой проблемы может помочь стоматолог? Элементарно, Ватсон. Стоматологи тоже могут быть настоящими детективами. Это как репортаж с места происшествия. Если прикус неправильный, смыкание зубов может привести к проблемам. Можно провести аналогию с ходьбой в двух разных туфлях. Представьте себе, у одной из ваших туфель есть каблук, а у другой нет. И так вы ходите целый день. Ваши колени, бедра и спина, безусловно, будут болеть. Так вот, ваш прикус намного чувствительнее к дисбалансу. Даже пломба, которая высоковата всего на несколько микрон, способна нарушить баланс мышц челюсти. Задача стоматолога сделать так, чтобы зубы смыкались естественно, а мышцы при этом оставались расслабленными, и положение сустава было оптимальным. Именно так мы восстанавливаем баланс всего тела. Итак, чтобы решить проблему и избавиться от той боли и дискомфорта, к которым она приводит, нам нужно восстановить баланс организма. Первоначальная задача – расслабить мышцы, уставшие от постоянного напряжения, которое вызвано тем, что они удерживают несбалансированный прикус. Сегодня существует уникальное оборудование, разработанное американской компанией Myotronics, которая была основана в 1960 году Бернардом Дженкинсоном. С его помощью мы можем не только оценить работу челюсти, мышц и суставов и определить, насколько несбалансированным является ваш прикус, но и расслабить мышцы нижней челюсти с помощью ультранизкочастотной электронейростимуляции, своеобразного электромассажа, по-английски TENS. Эта процедура в чем-то похожа на физиотерапию, которую проводят, когда болят мышцы ног или спины. С помощью ультранизкочастотной электронейростимуляции мышцы шеи и челюсти расслабляются посредством действия электрических импульсов. Под действием импульса мышцы сокращаются и расслабляются каждые 1,5 секунды, и через час постепенно достигают свою естественную длину и физиологическое состояние. Это похоже на массаж, цель которого – убрать спазм мышц. Теперь, когда мышцы расслаблены и находятся в естественном положении, мы с помощью специального материала регистрируем правильный физиологический прикус. А затем делается специальный анатомический нейромышечный ортотик, который удерживает ваши челюсти и зубы в правильном прикусе. Он ставится на нижнюю челюсть. Теперь при смыкании зубов не возникает чувства дискомфорта. Мышцам не нужно больше перенапрягаться, соответственно, они находятся в здоровом, расслабленном, идеальном состоянии. Новый правильный прикус способствует восстановлению баланса мышц шеи и головы. Напряжение в плечах и шее уходит. Мышцы головы и шеи перестают передавать тревожные сигналы о спазме в головной мозг. Весь организм позитивно реагирует на такую перемену. В порядок приводятся многие биопроцессы, что в свою очередь улучшает здоровье и самочувствие. Так зачем же нужно лечить дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава? Во-первых, с помощью лечения этой патологии вы с большой вероятностью сможете избавиться от напряжения в мышцах, от головных болей, от болей в шее и спине. Кроме того, вы сможете улучшить свою функцию ВНЧС, избавиться от шумов и щелчков в суставе, звона в ушах и головокружения. Вы также сможете восстановить правильные черты лица, что позволит вам выглядеть моложе. Вы сможете не только улучшить осанку, но и обеспечить организму более здоровый сон, а следовательно, чувствовать себя более отдохнувшим и энергичным в течение дня. Другими словами, вы создадите баланс в своей жизни. Сейчас мы поговорим о всевозможных методах лечения. Но конкретно мы остановимся на лечениях на специальном позиционере, это эластокорректор. Но, конечно же, это не панацея. Нет одного метода, который бы помог всем. Понятно, что все мы индивидуальны, и всем нам нужен определенный подход. Невозможно сделать так, чтобы какой-то один метод подходил всем поголовно, да? Вот. Как раз-таки вот в этом видео рассказывали про аппарат Myotronics и аппарат TENS. Что это такое? Это электростимуляция мышц. И что она делает? Она расслабляет ваши мышцы лица.
Часто я в практике применяю, ну, не TENS, а депрограмматор, да, передний депрограмматор, который делает то же самое. Он депрограммирует ваши мышцы из привычного положения. После этой депрограммации мы находим стабильное терапевтическое положение, позицию, в которой человеку уже удобно и комфортно открывать, закрывать рот, производить жевательные движения. Вот. А также вот в практике я применяю такой эластокорректор. Он очень полезен не только взрослым с дисфункцией, но также очень популярен среди моих молодых, маленьких пациентов. Вот. Почему? Потому что, допустим, в период сменного прикуса, да, очень часто возникают вот как раз-таки эти дисфункции, потому что где-то есть зубы, где-то нет зубов. И мышцы, они адаптируются. То есть для того, чтобы мышцы полностью адаптировались, нужно время. Вот. И когда начинают носить такую капу, она одна идет на 2 челюсти. Я всегда говорю, спортсменами или олимпийскими чемпионами за день мы не становимся, правильно? Для этого нужно время. Хотя бы от полугода до года нужно носить такой аппарат, и только после этого вы уже увидите у себя какие-то положительные изменения. Ну, пациенты с дисфункцией, у которых есть вот прям такие явные боли, хруст, щелканье, они облегчение уже чувствуют где-то, ну, где-то хотя бы через пару недель ношения такого аппарата. Также показания к использованию — это глубокие дизокклюзии. Вот как раз таки вы видели, да, вот я вам показывала примеры, когда нижних зубов вообще не видно. Вертикальные дизокклюзии — это когда, ну, может быть, вы видели, когда зубы у человека вообще не смыкаются, есть такая щель между верхними и нижними зубами. Тесное положение зубов, небольшая скученность зубов, как бы при таких случаях такая капа, она может помочь. Вот как это все выглядит в клинике. Мы подбираем по размеру. Они идут 7 типов размеров. Вот, по размеру зубов подбирается такой аппарат. Ну и сейчас я бы хотела в завершение все-таки показать свои клинические примеры. Вот на примере 5-летнего ребенка. Вот посмотрите, в мае месяце 2015 года он пришел. У него есть тоже лор-патология, плохо дышит нос. Вот, как раз таки с лор-врачом параллельно мы и работали. Вот посмотрите, вот этот снимок, это ортопантомограмма называется. Это телерентгенография. И вот на телерентгенограмме мы тоже видим дыхательную трубку. Здесь мы видим, не пугайтесь, это так выглядит сменный прикус, то есть зубы, которые должны появиться, и молочный прикус, то есть это нормально все. Но обратите внимание, у ребенка глубокий прикус, нижняя челюсть находится в заднем положении. Видите, только верхние зубы видно. И вот посмотрите, в марте 2017 года, смотрите, вот до, вот после. Только на таком аппаратике, вот посмотрите, какого результата мы добились. Нижняя челюсть, она у нас появилась, она у нас выдвинулась, она заняла терапевтическую хорошую позицию. Ну и, собственно, мы ждем полной смены всех зубов. Пациент 4 года. Вот, кстати, 4 года — это такой возраст, когда я рекомендую своим пациентам уже появиться у меня. Ну, чаще всего родители задают такой вопрос, в каком возрасте лучше прийти. Вот я говорю 4 года. 4 года, 5 лет — очень хороший возраст для первого приема у ортодонта. Посмотрите, какой здесь прикус у нас. Здесь у нас мезиальная окклюзия. Нижние зубы, они перекрывают верхние. Вот видно, да, вам? И вот мы назначаем ребенку тоже такой же аппаратик. И уже через 7 месяцев, посмотрите, какое хорошее перекрытие. Верхние зубки, будьте здоровы. У детей это очень хорошо все передвигается, потому что мягкие ткани, они очень податливые. А как мы уже говорили ранее, очень сильно оказывают влияние у нас мягкие ткани, в том числе и язык. Вот, пожалуйста. Следующий пациент, ну здесь такая достаточно осложненная окклюзия, мезиальная опять же, да, верхних зубов вообще не видно. И обратите внимание на снимок рентген. У ребенка адентия. Что такое адентия? Это вот как, почему очень важно делать такие исследования всем? Потому что на этом снимке я увидела, что нет у нас зачатков постоянных зубов, очень многих, то есть не хватает зубов. Вот. И, соответственно, какой подход в таком возрасте?
мы назначили вот такую капу эластокорректор. Вот. Обратите внимание, здесь была у нас короткая уздечка верхней губы. Она показана вот этот тяж. Видно? Вот. И посмотрите, вот после пластики, да, вот этого тяжа уже здесь нет. То есть сделали пластику уздечки. И вот посмотрите, третье посещение февраля 2018 года. Это был март 2017, то есть через годик. Фото сделано. Посмотрите, какое хорошее перекрытие. Вот. Понятно, что этого ребенка в будущем ждет имплантация зубов и протезирование, потому что мы же не можем ребенка оставить без зубов, да, то есть, во-первых, нужно жевать, и, во-вторых, нужно стабилизировать челюсть. А стабилизация челюсти, она происходит вот как раз-таки за счет зубов, за счет правильной анатомической формы, за счет наличия всех зубов, потому что когда люди приходят с отсутствием зубов и хотят создать идеальный прикус, я им говорю, что это невозможно. Как минимум должны быть все зубы в зубном ряду, должна быть правильная анатомическая форма зуба. Вот раньше, знаете, как пломбы делали, да, одной лепешкой, грубо говоря, да, налепляли, все, никакой анатомической формы. Ну, не может прикус держаться на такой плоской площадке. В норме нам природа дала зубы с буграми, с фасетками, да, то есть вот все это сейчас начали учитывать, слава богу. Поэтому главное найти своего правильного специалиста, который все это вам может сделать. Следующий пациент. Посмотрите, какая щель между зубами. Суженная челюсть. Вот первые верхние фото, да. Посмотрите только, опять же, на вот этой капе, да, через 10 месяцев лечения. То есть дополнительно, единственное, вот в капу мы вставляли пружинку, но это все делается очень быстро в клинике, для того, чтобы вот эта щель, она у нас закрылась. То есть мы чуть-чуть буквально помогли, да, и, видите, сдвинули вот эту щель. Очень даже симпатично получилось. Вот рентгенограмма пациента. Посмотрите, вот опять же, как видно, да, то есть вот сменные зубки, они идут. И посмотрите, какая была вот эта щель, да. Вот это тот же пациент. И посмотрите после, какое хорошее перекрытие. Тот же пациент уже на завершающих этапах лечения. Посмотрите, какой у него хороший, опять же, стал прикус, да, перекрытие. Вот здесь появятся еще следующие зубки. Клыки у нас прорезываются последними. Вот. Ну, пациент, в принципе, как бы готов. Также мы рассмотрим от взрослых пациентов. 29 лет молодой человек. Он пришел с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. Как это выглядит и как это проявляется, я вам показывала в предыдущих видео. То есть усложненное открывание полости рта, боли. Пациента, кстати, отправил ортопед, потому что он сказал, что у него нет возможности вот здесь вот поставить имплант, ну и в будущем коронку, мало места. Верхние зубы, видите, они наклонились. Видите, какая кривая? Видно, да? Вот если провести вот линию, вот такая она кривая. Вот, и посмотрите, что стало. Идеально. Отличное перекрытие. Сколько здесь места появилось для того, чтобы поставить нормальный полноценный зуб. Если не проводить такого ортодонтического лечения, у нас этого места бы просто не было. Следующий пациент, 24 года, тоже дисфункция ВНЧС. Вот у нас такой глубокий, достаточно травмирующий прикус, еще такой несимметричный. Это фото до лечения и вот фото после. Посмотрите, как красиво, да? То есть появляется нижняя челюсть, и зона улыбки, она становится шире и лучше. Ну и, соответственно, все проблемы с суставом, они у нас тут исчезли. Ну и в заключение хотелось бы сказать, вот лекция у нас называется «5 шагов к идеальной улыбке». И что это за 5 шагов? Первое – это ровные зубы, ровные зубные ряды, идеальная анатомия каждого зуба, наличие всех зубов, отсутствие кариеса и его осложнений. То есть очень часто все-таки лучше проводить профилактику, чем лечить. Поэтому обращайте большое внимание на
наличие каких-то полостей, кариеса, уздечек у своих детей, у своих внуков. Вот. Второе – это функциональная правильная работа системы лор-органов. Помните одну очень важную вещь. Все-таки кислородом у нас насыщаются все органы и ткани. И недостаток кислорода, он может привести к таким суровым последствиям. Вот. Очень плохо, когда это замечают именно только стоматологи, ортодонты, например. А вообще, по-хорошему, когда мы наблюдаем у лор-врача, вот все эти проблемы, они должны быть истреблены. Постоянные риниты нужно предотвращать, нужно заниматься с ребенком, постоянно какие-то процедуры проводить, то есть найти своего лор-врача. Третье – это избавление от вредных привычек. Вредные привычки – это имеется в виду ортодонтические, да, вредные привычки. Возможно, вы замечали, что ваш ребенок, бывает, что постоянно сосут пальцы большие. Встречались с такой проблемой? Может, видели знакомые? Вот. И после такой вредной привычки очень часто у детей образуется сагитальная щель. То есть нижняя челюсть, она находится вообще в заднем положении, и между верхней и нижней зубами возникает щель огромная. Вот ее очень сложно закрыть, и в таких случаях очень часто бывает дисфункция сустава. Вот. Далее, опять же, инфантильный тип глотания. Прикусывание нижней губы очень часто у детей бывает. Поэтому такой момент нужно отследить. Ротовое дыхание. Когда вы видите, что ребенок постоянно сидит с открытым ртом, постоянно говорите ему: закрой рот, закрой рот. Вот постоянно нужно напоминать. Я видела, в Инстаграме наблюдала за своим коллегой, он ортодонт из Украины, тоже такой достаточно известный. И вот он вообще своему ребенку на ночь, знаете, пластырем закрывал рот. Потому что это вредная привычка, и ребенок это делает не специально, а приспосабливается. А для аденоидов, в том числе, очень губительным является воздух. Поэтому нужно прям заставлять дышать через нос. Проводить дыхательную гимнастику. Есть такая дыхательная гимнастика Стрельниковой. Она была известна еще в 80-е, 90-е годы. Вот можете найти, распечатать и прям с детьми, как в виде игры проводить такие процедуры. Вынужденная поза – это тоже вредная привычка. Очень многие девушки носят сумочки на одном плече. Вот если видите это, да, нужно вот менять позу, нужно менять руки. Или же сейчас вот популярно все носят портфельчики, да, вот носите. Потому что вот это вот искривление на одном плече, да, оно приводит непосредственно также к таким стабильным изменениям в прикусе и во внешности девушки в том числе. Вот ко мне недавно пришла девушка, девочка, 15 лет. Мы ее очень хорошо пролечили, закончили лечение. Она ко мне приходит через год, у нее оторвался ретейнер, мы подклеили все. Я смотрю, у нее асимметрия пошла, я ничего понять не могу. Я не обратила внимания, как она зашла. Обычно сразу, когда заходит в кабинет, я смотрю, как человек идет. Так вот, она заходит ко мне, точнее, она вышла из кабинета, я стою напротив нее, она стоит вот такая. Я говорю, я сумку на этой стороне ношу. И ровно, вот как вот у нее плечо повернуто, ровно так же у нее пошло вот это искривление на лице. То есть вот я почему говорю, что мы с остеопатами должны работать вот как вот в одном ключе. Это те врачи, с которыми мы можем достигнуть стабильных результатов. Также вредные привычки – это семечки, ручки, исключить. Четвертый шаг к идеальной улыбке – это стабильное положение челюсти, идеальный сустав ВНЧС. Как этого добиться? Опять же, мы это проговорили. И пятый шаг – это правильная ортопедическая эргономичная осанка. Наблюдение у мануального терапевта, физическая активность. Многие девушки предпочитают йогу. В любом случае, понятно, что в нашем теле тонус существует, да? Но чтобы поддерживать этот тонус, мы должны постоянно чем-то заниматься и поддерживать. Вот так. На этом я хочу завершить нашу лекцию. Если у кого-то возникли какие-то вопросы, вы можете прямо сейчас их мне задать. Спасибо за внимание. Я надеюсь, донесла какую-то часть из такой большой-большой науки и сложной, как ортодонтия. Спасибо. Да? Маленькая нижняя челюсть. Да. И врач, порекомендовал
скучность передних зубов удалить задние зубы мудрости. То есть вы можете эту проблему решить с помощью вот этой капы? Сколько ребенку лет? 18. 18 лет. Вы знаете, вот по поводу удаления зубов мудрости. Я достаточно, как и многие ученые, отношусь к ним критично. Если я вижу скучность даже в переднем отделе, не в боковом, чаще всего, тем более 18 лет, когда уже практически скелетный рост завершен, я рекомендую удалять. Вот так критично. По поводу капы, она может помочь, но мне нужно ребенка увидеть зубы. Вот. И, конечно же, вот в таких аппаратах очень важно наблюдение, то есть и режим. Главное, чтобы носили, потому что эта капа может просто сама существовать по себе, но главное ей пользоваться и носить, вот как я рекомендую.